Гавриил Осипович – это глыба всесоюзного, российского масштаба. При нем республика начала давать и по сей день огромное количество реальных продукций нефтегазовой отрасли, бриллиантовой отрасли, золото. Сегодня золото Якутии 52 тонны дает. Мы стране даем. Это те большие начинания, которые есть. Еще совсем недавно в этих местах Якутии не ступала нога человека. Теперь здесь многое изменилось. В таежной глуши появился поселок, которого еще нет на карте, но пользуется он большой известностью. Это поселок Мирный. Начало промышленной разработки алмазов в Якутии относится к 1957 году. Эксплуатация месторождения проходила в крайне суровых климатических условиях. Но уже к 1960 году годовая добыча алмазов составляла 2 килограмма. И он впервые приехал в качестве первого секретаря Мирной ознакомиться с алмаздобывающей промышленностью. Вникал в каждый процесс, что делает, в каждом процессе какое оборудование работает, какие люди работают. Становление газовой промышленности республики началось с территории Кобяйского района. Ученые проводили испытания на холодостойкость труб и их сварочных стыков при температуре ниже минус 50 градусов. Газопровод Таастумус-Якутск протяженностью 300 километров был проложен, и в 1967 году началась газификация столицы и близлежащих центральных районов республики. Одновременно с семимильными шагами шло развитие угольной промышленности Якутии. К концу 1967 года был поднят первый ковш каменного угля. Экономическому обоснованию строительства Южно-Якутского территориального комплекса Чиряев посвятил свою научную работу на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В ней шла речь о создании на базе южноякутских коксующихся углей и железных руд второго на востоке страны после Кузбасса крупного металлургического комбината.